Надеюсь, слышно, ребята. Птицы базар такой. По селу. Везде кругом птицы. С Туланом вышли на прогулку. Сейчас ходим к речке. Вот это да, поет. Пошли, Тулан. Лак. Тулан. Отпустил Тулана. Село прошли. Сейчас будем посмотреть, что там, в каком состоянии река. Давно уже, наверное, неделя уже прошла. Сколько уже мы не приходили к реке. Так, ну что мы видим? Собака проваливается. Вон, смотрите, сколько снега уже ушло. Эти заборы все в снегу было. Блин, заторы у нас. Вода прибывает. Вот тут мы ходили, этих заборов не видать было. Ну да. Воды-то вообще мало, но чуть-чуть прибывает. Мост держит. Мост держит лед. Нам переправа нужна вот здесь. Чтобы здесь все открылось. И чтобы я мог на тот берег переплыть на лодке. Да, а потом уже идти на охоту пешком. Час ходьбы. Но пока мало воды, очень мало. Сейчас сходим еще туда, к лодке. Тула, лак. Лак. Лак где? Уже кто-то ходил уже. Но сейчас никому не спится. Все возле реки там. Возле реки кто уже на охоте, кто с охоты уже возвращается. Всю ночь на охоте был. Я еще ни разу не ходил, потому что выгоды пока не вижу. Сейчас только если сидеть там яйцами морозить, а выгоды нету, толку от этой охоты. Пару косяков пролетит или не знаю. Косачи там на той стороне реки. Вот эти певчие птицы сегодня. Вон как. Дрозды или кто они? Крупные они. Больше свирестили. Или нет, это мелкие. Нет, это наверное, они есть. Вот тут несколько штук, а шума сколько издают. Там тоже вон, на той березе очень много слышно звуков. И там береза в селе. Вон. По всему селу, кругом. Вон они. Но он далеко. Очень далеко, вам скажу. Сидят и поют. Так, Тулан куда-то улетел. Блин, там мусорка тоже. Один мужичок живет. Вот он. Попустил. Что-то опять там живет. Тула, лак. Так. Вода должна заливать вот это все. И где у меня будка, там до будки, где-то 2,5 метра еще должна вода прибывать. А сейчас воды нету. Это почти осенний вариант воды. Вот осенью вот такой уровень. Лах, мы из этого баранин. Ух ты, кучерный. Да, лодка у меня еще, значит, высоко и воды нету. Если только маленькую лодку возле дома, который лежит 2 года уже. А вон лебеди. Опять вот не вижу кадр ориентировочно. Вот проморгал, ребята, я. Когда вот в экран смотрю, не наблюдаю их. Все, улетели и
Так, 5 штук их летит. Но это лебеди крупные были, не гуси. Вчера 2 партии гусей прилетало. Лак, туда. Лак. Это, считай, в селе столько снега. В этом, что сказать, в лесу вообще метр, наверное, еще. 70 метров глубина снега. Вот наш островок. Там рыбачили, но течение, вот видно, что течение большое, и всю зиму здесь не ловилась рыба. Там тоже заторы, выше островка заторы, а там поворот. Там поворот, течение большое, там затора, как обычно, нету. Вон там. Ой, да, затора нету, там течение большое, вон там. Потом прямое место, и там место рыбалки нашей, там тоже затор. Ну, где будка там, кто смотрит все видео, в курсе всех событий, где я был, что идет. О, Тира тут перейдет. Лак, молодец, лак, тула. Лак, молодец. Вот так. Вот потихоньку будет учиться. Конечно, холодно сейчас, но пусть привыкает. Да. Угощение сразу даю. Как-то пусть учится. Айда у меня нянчится, ей некогда сейчас. Походы никуда не выпускаю. Ну, отпускаю. Вчера только выпускал. Ненадолго. Где-то до горки сходили. И сразу же она вдруг вспомнила, что по-быстрому надо идти к щенку. И сразу побежала. Нас оставила, не до нас ей. Только грязь из-под лап летела, как она быстро бежала. Молодец, Тулан. Подрастает потихоньку, да? Подрастает. Угу. И тут вот, ровно, и потом там, где вот лед, там обрыв, и глубина уже, глубина 2 метра. В общем, завтра хочу на охоту, и даже не знаю, что делать, где переплыть. Завтра уже 9 мая, уже половина срока охоты уже истекает, а смотрите, в каком состоянии у нас погода. Так, сейчас еще к лодке пойдем, посмотрим. Снег не держится, он проваливается. Сейчас время 6 часов. 6 часов 0,7 минуты. Тут один жил, вот еще. Сейчас что-то закрыта дверь. Где он, непонятно. Но следы есть. Значит, или просто местные тут ходят. О, блин. Здесь лодку перетащили. Откуда они перетащили, куда? Даже непонятно. Тут у него здесь, отсюда он воду всю зиму брал. А здесь лодку перетащили. И никак понять не могу, они в эту сторону не должны, может на тот берег, чтобы ходить на лодке. Вот моя лодка здесь тоже вот лежит.
вот тут лежит, а там перехода вообще ни хрена нету. Лок, Энмон, далеко, не ходи. Лок. Да, что же делать-то? Хочется уже на болоте посидеть, а перехода практически нету. 5-метровую, 5,5 у меня лодка. 5-метровую лодку тащить, вот эту лодку, или по снегу до Тудова, до того места, где открыто, и там переплыть, или же вторую лодку перетащить. Лок! Лок! Он лежит. Лок! Лок! Молодец. Лок, пошли. По воспитанию щенка даже ссылку отправили, как правильно дрессировать собак. Лок, план. Ну, интересная ссылка, может кому и пригодится. Она личное у меня свое воспитание. Если собака... Лок, Энтетимон. Лок. О, блин. Лок, иди. Если собака будет слушаться, будет, а если нет, так тяжело приучить. Лок. Бывает такие собаки вообще непослушные. Лок. Лок. Что там увидел ты? Всегда путаю род. Когда вот говорю, комментирую свои видео, всегда айду мужским родом, Тулгана бывает женским. Хотя бы метр воды еще, чтобы прибыло. Первая ночь, наверное, без заморозка сегодня была. Все еще заморозки, и на будущее там прогнозы тоже неутешительные. Все время заморозки. Да. Пока все опасно, тут тоже. За мостом первое место, где открывается, под мостом, там, наверное, течением крутит от моста, и там открывается где-то метров 200-300 первый промежуток. Ну и нижний, снизу там тоже, кто ходит туда, тоже говорят, ну, заторами там, на поворотах кругом говорят заторы. А что творится вверху, это уже там больше поворотов, круче повороты там, и всегда, ну, нету воды для того, чтобы лед уходил. Кстати, еще атакуют. Что-то уже время. Они, в принципе, тоже. Ну вот с ночи там начинают, и а кто им мешает, там они на деревьях, одиночки сидят там, одиночки и курлычат себя. Там вездеход, видимо. Тоже вездеход. Это чуть-чуть другой вездеход, который мы видели, который я снимал. Совсем другой. Ну вот, ни одной утки не пролетела. Обычно так постоишь возле реки и пролетит там утка. Но самое интересное, самый такой момент, вот когда лед открывается, еще прохладно, интересно ходить там на охоту.
еще только буквально начнешь охотиться, уже закрытие. Так, ну что, у меня вариант только на УАЗике пригнать вторую маленькую лодку. Я до вечера посмотрю, как там уйдет или нет лед сверху, вон тот кусок. Но вот этот островок должен вообще уйти под воду, чтобы нормально шел целыми днями лед. Вот этот островок. А этот островок каждым годом, конечно, выше поднимается. Сейчас уже где-то 1,5 метра высотой. Раньше было ниже, там сперва маленькие куски, там 2 были, потом он как растет, и ивы там растут. И каждым годом все больше и больше. Но все равно где-то, метр воды. Метр воды нам точно нужен, чтобы лед ушел. И от столба, от моста там, вон еще там эти видны, переведено ли от моста там, где лежня должна быть. Блин, Тула, видел там сколько мусора там ходишь, блин. Здесь обычно сидят, выпивают, а бутылку оставляют, а дети потом все разбивают. Блин, лапы поранишь, как в прошлом году тоже Айда поранила. Вон, смотрите, сколько красоты тут. Вот. И самое максимальное, вот моя будка старенькая. И уровень, она где-то я показывал, уже рассказывал. Вот уровень, где вода была. Вот тут уровень вода была. И вот здесь вода была. Вот 2 метра еще от земли, 2 метра. 2 метра, вот видели? И здесь вот все это заливало. Это 2002 год, наверное, был. Вот тут 2002 год, помнится. 2002. Я никогда этот год не забуду, потому что там утиные перелеты. Тут 2000 год, вон, 2000 год. Вот тут уровень был воды. Вот тут это самое максимальное, 2002. Гусиные перелеты в том году ужасно. 2001 было. Очень много гусей. Целые сутки они летели непрерывно. Летели, и вороны сидят там. И уток тоже много. Ну вот основной поток, наверное, через нас и прошло. Обычно через Усть-Сильму летят, а там, наверное, погода другая была, или ветер, может, что им повлияло. Через нас они пошли. Вот так, видео много. Видео уже почти 400 с лишним. Бывает, что некоторые моменты повторяю. Ранние видео забываю, что комментировал. И поэтому повторяюсь. Лок? Думаю, откуда побежать, туда или сюда. Да. Лок. Молодец. Лок. Молодец. Вот так. Так. Ну что, ребята, наверное, пойду я обратно домой. Сегодня 8 мая. Вот в таком состоянии река. Река мелкая, воды нету. Все ждут, терпения нету у охотников, рыбаков. Всем хочется пострелять там. А река закрыта. И охота скоро закроется. Вот такая ситуация у нас. Как всегда, не все идет не вовремя. Опять рано все открыли. Мы уже сколько лет и все время не вовремя открывают. Думаю, что у нас тепло, а хотя холодно. Холодно. В этой неделе, может,
В основном здесь хоть с Алексеевки там лед уйдет. Будет переправа. Но нет, да может и быстро там, если начнет за сутки, может прибыть вода там буквально за одну сутку. Но это уже совсем другая история, ребята. Буду еще снимать возле реки. Как будет приходить вода, может ледокол, все это, может поснимаю еще. И на охоту уже я собираюсь. Вчера зарядил патроны. Но на 15 штук. Дроб хватило, а думал, у меня там 1,5 килограмма еще дроби, а оказалось, там дробинок вообще нету. Да, кстати, дроб надо прикупить. Заряжаю сам патроны. Показывать тоже один раз писали, чтобы я показал, как я заряжаю патроны. Но сейчас YouTube такие видео с заряжением патронов, с боеприпасами, все как-то вроде как блокирует. И ничего не буду показывать насчет этого. Вот еще один рыбак, охотник проснулся. Смотрит, тоже удивляется, где вода, почему лед не идет. Такая ситуация у нас, ребят. Николь. Опа, не Коля. Угу. За водой побежал. Идет за водой. Так. Ну все, сейчас, наверное, дождь начнется, там тучи собираются. Это хорошо, пускай дождь будет. Ну что, Тулан, пойдем? Пойдем. Сейчас я его тоже на цепь посажу, и чтобы по свалкам не бегал. И обратно уже домой. В общем, всем пока. Кто не подписан, подписывайтесь. А на этом все.